Это офигенно вообще. Ну, короче, это надо сюда что-то класть и толочь. Была его мечта детства, когда он мечтал именно стать трактористом. Мясо, кюрчах, хлебушек. Погребальные костры, природа Якутии. Хороводы водить – это хорошо, мирно. И чувствуешь, что не рассыпешься сразу, а только через некоторое время. Всем привет! Вы на канале Отмороженной, и сегодня наконец вышло продолжение нашего путешествия с 7 российскими блогерами. Напомню, что мы решили устроить сплав по огромнейшей судоходной реке Лени на вот таких компактных покравтах. Отправились мы из села Синск до Якутска, это примерно 125 километров. В прошлый раз мы оставили ребят на половине пути, острове Чкалов. Возвращаемся туда, а рассказывать об этом путешествии будет мой муж Семен. Вот мы, кстати. В общем, мы поехали. На тракторе по просторам острова Чкалов. А ехать есть куда. В деревне 61 дом. Проживают в них около 300 человек. Больница, детский сад, школа и многие другие заведения построены народным методом. Говоря проще, скидывались на стройку всем селом, не ожидая помощи от государства. Поэтому сами чкаловцы называют себя патриотами. Громко, сильно, справедливо. Подробнее об этом месте и семье Ксенофондовых, которая и прославила остров, я рассказывала в другом своем видео. Ссылку оставлю в описании. Но скажу так, на Чкалове и помимо походов по музеям и обелискам, нашим блогерам было чем заняться. Например, бырпаха попить. Это офигенно вообще. Это лучше кислушки, лучше ряженки, лучше айрана и даже кумыса, да простит меня Раиса. Или на мотоцикле погонять. И прям по какашке. И даже трактором порулить ребята успели. Ну давай, рассказывай. Ой, замечательно. На самом деле я понял, что то, о чем я всегда мечтал, а именно стать трактористом, это та мечта, к которой я обязательно должен прийти. Поэтому все остальное, блогерство, диггерство, москвоведение, это все наносное. Вот она, настоящая жизнь. Мое место за рулем или за рычагами трактора. Но самое необычное ждало впереди. Наши ребята тут прогуливались и обнаружили теленка, который попал в расщелину. Сейчас вот идем все толпой спасать. Вот он, рядовой теленок. Как понять, чем? У него на ушке, да, обычно что-то? У ребят были разные версии спасения. Обвязать веревкой и вытащить, толкнуть кусок земли и освободить путь, просто продолбить выход в земле. В результате и веревка не потребовалась. Да, по-моему, устал. Сейчас он лежит потихонечку, приходит в себя, уже начинает помаленьку кушать. Вот Петя идет и несет воды, чтобы напоить бедное животное. Живительный, Влад, ты смотри, ты спас его. Ой-ой-ой. Искали неделю, но не нашли, пока не приехали Наташа и Илья, спасители теленка. Найденного теленка везут домой. Все, батя. Вы только посмотрите, какой же завтрак нас ожидает. Оладушки, еще отварное мясо, кюрчах, хлебушек свежий местный. На следующий день всех ждал легкий диетический завтрак, немного отдыха и весла в руки и вперед. Мы отчаливаем с острова Чкалов и направляемся в сторону острова Тайонары. Нас ждут приключения, так как
34 километра необходимо переплыть. Но нам поможет наш вкусный завтрак и вчерашний ужин, который нас тут ребята накормили. Сейчас плывем и долго думали, такая странная тучка. Вот, и фотографировали ее, снимали красиво, солнце выглядывает. И потом Даня сказал, как что-то странное валится нам на голову. По-моему, это пепел. И действительно, сейчас практически вся река покрыта пеплом, кусками обгоревшей древесины, кусками листьев. И это все дым, просто он вот сыпется. Тут над Наташей летят вот такие штуки, их на камеру не видно. Все это очень печально наблюдать, когда просто по телевизору ты слышишь, что что-то там, где-то там горит, лесные пожары. А когда, конечно, вот плывешь и наблюдаешь это, такие погребальные костры природы Якутии, это очень печально. Я не разбираюсь в том, почему это происходит, что делать, но просто, наверное, стоит об этом знать. Площадь пожара в Якутии в 2021 году выросла в 20 раз по сравнению с 2020. Сгорело до 3 миллионов гектаров. Сложно отбросить эмоции и говорить о происходящем культурными словами, хотя лето далеко позади. Трудно найти оправдание бездействию и понять, почему в селах не хватает техники. Хочется верить, что все мы сделали определенные выводы за то лето. И подобного беспредела больше не повторится. В конце ребята так устали, что просто прицепились к самому активному участнику сплава – Илье. Как тебе заплыв? У меня отлично прошел в последние полчаса, наверное, в полдня. Конечно, прицепились к беду, Илье. Вот посмотрите на этих гигантов. Нам вон туда, к белому домику. Нам сказали туда причаливать. Слава богу, до острова оставалось рукой подать. Добро пожаловать в Тайо-Нары, что в переводе с якутского означает «король островов». Громкое заявление, не правда ли? И здесь всего 3 улицы, а проживает 60 человек. Тем не менее, жизнь тут кипит. Догорает, свет в окошко наполняет сердце, звонкая песня, гармошка, уже этот праздник. Знакомьтесь, это счастливая семья Веры и Валерия Варфоломеевых. Он потомок государевых ямщиков, гармонист. Она народная мастерица, чьи работы объехали почти весь мир. Это 17 тысяч лоскутков ушло здесь. 17 тысяч лоскутков, 4 года работы, каждый день по 12 часов, по 5 квадратных Это сантиметров. работа стояла в Франции, в Америке стояла, США, город Хьюстон. Там, В Японии были тоже? Ну, Японию они просили, я не отправляла. Вот эту красоту также создала Вера Семеновна. Все это коллекция якутской одежды 18-19 веков. Это не только шуба, но еще и рукавицы, шапка. В основном одевались так богатые люди. Богатые люди. Все здесь. Покупать это очень дорого, потом дальше это шить надо же, всю зиму надо шить, а летом вот на цехе одевать. Значит, из чего эта шуба была сшита? Из бобра, канадского. Из рыси, Из рыси. лисьи эти лапки, лисья шкура и лисьи вот когти. Это я из когтей мелких сделала вот эти. Самое сказочное во всей этой истории то, с каким трепетом и любовью они до сих пор относятся друг к другу. Вы только посмотрите. Вера и Валерий давно стали компаньонами по хобби и поддерживают друг друга в любом начинании. Что это за штука? Дали бы мне это по отдельности. Ну, короче, это надо сюда что-то класть и толочь. Какое-нибудь там зерно там и так далее. Хотите за банальную версию, они мне не свойственны, но где-то так.
А как думаете вы, что это вам напоминает? Пишите в комментариях. А пока правильный ответ вот он. Якутская вертушка. По-якутски он называется тузумергир. В веселах у нас обычно ее крутят 2 минуты. За 2 минуты ты должен покрутиться как можно большое количество раз. Да. Оп. Ого! И Вот это... В древности народ Саха преимущественно занимался охотой, поэтому требовалась хорошая физическая подготовка, сила, выносливость, гибкость и прыгучесть. Так и появилось упражнение «Тутум-эргир». Сколько веков этому упражнению я даже представить боюсь, но оно является отличным инструментом для развития ловкости. Да ладно! Сюда? Я хочу закончить. Вот это навоз. Дело в том, что само сооружение деревянное. И для того, чтобы зимой, когда здесь бывает минус 50, холодными ветрами со снегом не продувало хлев, обмазывают навозом. Навоз засыхает и является собой очень хорошую теплоизоляцию. Ну что, зайдем к обитателям хатона? Корова. Посмотрите, с серьгами, очень красивая. А дальше живут другие коровы. И заглядывает курица. Вот она, сельская жизнь. Александр. Самый главный человек здесь. Хозяин. Его все коровы слушаются. Молодой человек был вынужден перебраться в деревню год назад, так как из-за пандемии потерял работу. Но ему здесь так понравилось, что теперь коровы стали делом всей его жизни. Сейчас в хозяйстве 10 голов. Все молоко от них сдается в местный перерабатывающий завод на сливки. По цене 1 литр молока за 60 рублей. Какой у вас самый любимый вид коров? Все, конечно. Ну, Каждый свой характер? может, вот это... А вы по именам их называете? Да, конечно. Вот это Лунтик у нас лежит. Вот это Бьянка, вот это Порчик. Там дальше Милка. Ну, все русские имена. А вот это? Вот это принцесса у нас. Она- Принцесса? Она нитик. Наташа так вдохновилась трудом Александра, что решила устроиться к нему на работу дояркой. Ага, вот потекло. Сейчас я научусь. Блин, мне жалко. Мне кажется, я ей больно сделаю. О, пошло. Пошло. Смотрите, как у меня получается. Мне кажется, уже на кружечку скоро будет готово. Для доярки. Ну все, Наташ, остаешься здесь. нарушаешь. Да. Да, на голову надо. Ну и, конечно, куда мы без осоха, главного танца народа Саха, восхваляющего солнце. В нем все – жизнь, смыслы и понимание мира. Даже если вы не знаете языка, вы все поймете, почувствуете. Да, у тебя прям почти что якутское произношение было. Слушай. Да, я все слушал. Вот это мне понравилось. Хороводы водить, это хорошо, мирно. И чувствуешь, что не рассыпешься сразу, а только через некоторое время. На этой ноте я с вами прощаюсь. Буквально через пару дней ждите продолжения этого путешествия. А чтобы его не пропустить, то обязательно подписывайтесь на мой канал. И не забудьте включить уведомления. Всем пока!